Добрый день, уважаемые коллеги! Рассказ по сюжетной картине – это одно из сложных заданий по развитию связанной речи для дошкольников. Описание изображенной на картине ситуации, не выходящей за пределы содержания картины. Занятие по составлению рассказа по сюжетной картине состоит из следующих элементов. Подготовка детей к восприятию содержания. Это может быть предварительная беседа, чтение литературных произведений по тематике картины, наблюдение в природе и окружающей жизни и так далее. Разбор содержания картины, непосредственно рассказывание и анализ детских рассказов. Также составление рассказа по сюжетной картине является одним из самых эффективных средств развития речи дошкольников. Однако зачастую, работая с сюжетной картиной, педагог старается решить одновременно несколько задач, напрямую не относящихся к речевому развитию, такие как расширение кругозора, усвоение понятий математического развития, например, пространственная ориентация, знакомство с предметами и явлениями окружающего мира и так далее. За этим теряется художественная сторона речи. В рассказе педагога мало прилагательных, почти нет сложных предложений. Текст становится сухим, более напоминая научное сообщение. Иногда педагогу трудно подготовить художественный текст, соответствующий содержанию определенной картины. Еще труднее ребенку. Он должен запомнить то, что рассказал педагог, воспроизвести текст или составить рассказ самостоятельно. Традиционная методика обучения рассказыванию по картине рекомендует использовать в качестве основного приема обучения образец рассказа педагога, так как дети фактически воспроизводят рассказ педагога, выбрасывая выразительные, образные сравнения и сложные предложения. Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а лишь повторяет предыдущий. За одно занятие детям приходится выслушивать 4-5 однотипных рассказов, и этот вид деятельности становится для них неинтересным. Следовательно, педагог детского сада при подготовке к занятию по развитию связанной речи может столкнуться со следующими проблемами. Как отобрать сюжетную картину, доступную детям, каков алгоритм составления рассказа по сюжетной картине, какими методами и приемами разнообразить утомительный для детей процесс рассказывания. Перед тем, как перейти к этим вопросам, следует обратить внимание на то, как ребенок видит сюжетную картину. Детям-дошкольникам трудно правильно воспринимать картину, ведь даже самая простая картинка, включающая в себя изображение хотя бы двух предметов, дает их в каких-то пространственных связях. Осмысливание этих связей необходимо, чтобы раскрыть взаимоотношения между частями картины. Так психологи Альфред Бине и Уильям Штерн установили, что существует 3 уровня восприятия ребенком картины. Первая стадия – перечисление, или по Штерну предметная. Вторая стадия – описание, или действенное. И третья стадия – стадия истолкования, или отношений. Намеченные Бине и Штерном стадии позволили раскрыть эволюцию процесса восприятия ребенком сложного объекта – картины, и увидеть, что дети в процессе умственного развития переходят от фрагментарного восприятия, то есть узнавания отдельных предметов, никак между собой не связанных, к выявлению сначала их функциональных связей, а затем к раскрытию более глубоких отношений между предметами и явлениями. Также детям дошкольного возраста свойственно обращать внимание на наиболее интересные, по их мнению, элементы сюжетных картин. Так ребенок, интересующийся транспортом, обязательно отыщет на картине автомобиль, самолет, вертолет и тому подобное, даже если он не является центральным элементом картины. Следует отметить, что полноценно данные стадии восприятия картины ребенок проходит к концу дошкольного периода. Именно поэтому педагогу необходимо иметь в своем арсенале достаточно интересных и эффективных методов и приемов по обучению составлению рассказа по сюжетной картине. Перейдем к вопросам. Как отобрать материал или сюжетную картину, доступную детям? При составлении рассказа по сюжетной картине очень важно, чтобы картина отвечала следующим требованиям. Она должна быть красочной, интересной, привлекательной для ребенка. Сам сюжет должен быть понятен ребенку данного возраста. На картине должно быть небольшое число действующих лиц. Она не должна быть перегружена различными деталями, не имеющими прямого отношения к ее основному содержанию. Занятие будет интересным, если подобрать картины с проблемным сюжетом, которые отражают интересное событие, вызывают яркую эмоциональную реакцию, побуждают детей к размышлению и стимулируют фантазию.
Важным критерием отбора является учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. Так, в обучении детей рассказыванию по картине принято выделять несколько этапов. В младшем возрасте осуществляется подготовительный этап, который имеет своей целью обогатить словарь, активизировать речь детей, научить их рассматривать картину и отвечать на вопросы педагога. С детьми младшего дошкольного возраста педагог ставит цель научить ребенка видеть элементы картины по отдельности, выделяя при этом их характерные особенности. Сюжет картины должен быть понятен, из знакомых сказок или на бытовые темы. Задний план или фон отсутствует или неярко выражен, как на представленном примере. Вопросы педагога должны быть обращены к героям картины. В среднем дошкольном возрасте детей учат составлять описательные рассказы, сначала по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. В средней группе педагог ставит цель обучить детей видеть не только предметы и их отличительные особенности, но и отмечать действия героев, обращать внимание на фон картины. Задний план прорисован детальнее и ярче, появляются важные для сюжета детали. Вопросы педагога могут быть обращены к герою, предмету, погоде. Старший подготовительный к школе возраст характеризуется возросшей речевой и мыслительной активностью детей, поэтому ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью составлять не только описательные, но и повествовательные рассказы, придумывать начало и конец сюжета картины. Задний план и детали становятся важной частью картины. Фон позволяет определить положение героев не только относительно друг друга, но и относительно окружающего их пространства. Детали позволяют раскрыть сюжет. Вопросы педагога обращают внимание детей на положение героев или предметов на картине, а также на детали, неявные действия героев. Следующий вопрос. Каков алгоритм работы по сюжетной картине? Представлен общий алгоритм, сейчас разберем каждый пункт поподробнее. Первое – это подготовительная работа. Данный этап включает в себя расширение словарного запаса, развитие лексико-грамматических категорий, развитие связной речи, воспитание умения слушать другого, воспитание внимания к собственной речи, чтение художественных произведений по теме картины. Подготовительная работа осуществляется на протяжении всего периода обучения. Следующий этап – мотивационный. Он используется нами, чтобы заинтересовать детей к восприятию картины. Педагог может использовать следующие приемы. Это использование утреннего сбора, в ходе которого педагог может рассказать детям о своем открытии. Например, ребят, сегодня утром я шла на работу и увидела, как с крыши свисает сосулька, а с сосульки капает капель. Как думаете, что это значит? Или возникновение интересного предмета в группе, например, веточки вербы. Предлагаю посмотреть видеофрагменты использования данных приемов. Ребят, я вот сегодня утром шла и слышала, как с крыши что-то капает. Что это? Капель. Капель. Капель? Ребята, что это значит? Как вы думаете? Это сосульки. Это капельки вот так. Капельки, это сосульки тают. А еще что это может значить? Знаете, когда я шла в садик, когда я шла делать мусор, я слышала, как ворона какала, а ворона какала. Ворона какала. А я слышала, как капельки капают. Это капель. Что это значит, ребят? Как вы думаете? Потому что расслаивается. Они тают, ребята. Значит, какое время года наступило? Весна. Прием использования интересного предмета. Ребята, посмотрите, что я вам сегодня принесла. Веточки вербы, правильно, назад. Держи, Артем. Это веточки вербы. Потрогай назад. Потрогайте, какие они красивые и интересные. Держите. Так, сейчас. Что в них необычного в этих веточках, как вы думаете? Почки распустили. Держи. Мокрые, ну, потому что они у меня в воде стояли, поэтому мокренькие. Распустились почки, правильно. А вот посмотрите, под пушистыми комочками, что уже видно? Правильно, Макар, что у тебя уже видно? Что зелененькое, что это такое, как ты думаешь? Цветочек. Не цветочек только, а что? Листок. Листочек.
Данные приемы позволяют повысить речевую активность детей. Следующий этап – совместное рассматривание картины. В ходе данного этапа педагог обращает внимание детей на следующие элементы картины. Элементы обозначены в первом столбце таблицы. Герой, изображенный на картине при наличии. При отсутствии героев педагог обращает внимание на главный предмет картины. Как правило, такой предмет располагается по центру и заметен уже при первом взгляде на картину. Погода и время года, изображенные на картине, время суток, настроение героев и детали. Под данную категорию попадают небольшие предметы или неявные действия героев, несущие смысловое значение. И педагог может задать следующие вопросы, чтобы обратить внимание детей на данные элементы. Первое. Ребята, кто изображен на картине? Или ребята, что изображено на картине? При этом педагогу следует обращать внимание на различия между вопросами «кто» и «что». Далее педагог задает вопрос непосредственно к предмету или к герою. Например, как одет герой, какого цвета его волосы, что он делает? Или какого цвета размер, какого цвета предмет, какого он размера и где он находится и так далее. Далее, какое время года изображено на картине, как вы это поняли? Данная связка вопросов позволяет развить логическое мышление детей. Какая погода изображена на картине? Солнечная, теплая, яркая, холодная, ветреная и так далее. Данный вопрос позволяет педагогу уточнить предикативный словарь, насытить речь детей предлогами. Чем больше слов подберут дети, тем интереснее будет рассказ. Какое время суток изображено на картине и как вы это поняли? Данная связка вопросов также позволяет развить логическое мышление. Какое настроение у героев? Что он чувствует? Почему у него такое настроение? И последнее, что еще можно увидеть на картине. Данным вопросом педагог призывает детей обратить внимание именно на детали. И посмотрим видеофрагмент, на котором педагог задает вопрос о настроении героя. Была использована данная картина. Как думаете, что они чувствуют в этот момент? Радость. Радость. Еще что они чувствуют? Радость. Какое у них настроение? Хорошее, доброе. Хорошее, доброе, еще. Ласковое. Ласковое настроение, но может быть вот у девочки, которая куколку к себе прижала, еще какое у них настроение? Хорошее, веселое, да? Данный вопрос также позволяет насытить рассказ детей новыми предлогами. Следующее – это рассказ педагога по теме сюжетной картины, причем педагогу следует умалчивать о некоторых элементах сюжетной картины. Например, рассказать о погоде, но не о времени суток. Придумать имена героям картины, но не описывать их. Таким образом, педагог позволит детям самостоятельно дополнить пробелы в рассказе. Либо можно представить сухой рассказ, состоящий из коротких предложений, а в свою очередь дети должны распространить рассказ педагога. Что интересного вы увидели на картине? О чем вы не услышали во время моего рассказа? Педагог может задавать подобные вопросы. Также посмотрим видеофрагмент. Самый небольшой рассказ. Да? Мальчик шел, увидел ракету, сел в нее и полетел. Прилетел, и полет его закончился. Нет. Понравился вам рассказ? Нет. А как надо рассказать? Мальчик пошел гулять и увидел ракету. Он пошел к родителям домой, спросил разрешение, и родители ему разрешили. И потом он надел скафандр, проделал скафандр, потом надел, обошел всю ракету, проверил снаружи и внутри. Там было все чисто. Потом он спросил, можно мне полететь на Луну. Дяденька ему рассказал все кнопки. Потом он все запомнил. Пошел к ракете, полетел на Марс и увидел там инопланетянина. И сказал, как тебя зовут? Инопланетянин сказал, меня зовут Марсианец, а меня Вася. Давайте говорить. Следующий этап создания проблемной и воображаемой ситуации при использовании приемов, о которых мы поговорим с вами чуть позже.
И последний этап – составления рассказа ребенком. В случае, если дети затрудняются составить рассказ самостоятельно, педагог может на начальных этапах пронумеровать элементы и наклеить на картину небольшие стикеры. Например, номер 1 – это герой или центральный предмет, номер 2 – природа, то есть задний план картины, 3 – детали, или сопровождать рассказ ребенка указательными жестами. Также просмотрим видеофрагмент, на котором педагог позволила ребенку самому определять вот эту вот очередность рассказывания. Была использована данная картина, так ребенок расположил нумерацию. Давид, какое на улице время года? На улице время года лето. Угу. Посмотри, какая перед тобой красивая картина, на которой изображено это прекрасное время года. Про кого бы ты хотел рассказать сначала? Про девочку. Отлично, выбирай. Угу. Так. А потом? Про мальчика. Хорошо. Угу. Так. Ну и, соответственно, рассказ. На улице время года лето. Таня взяла сачок и ловит бабочку. Алеша взял удочку и сел на берегу и ловит рыбу. Вика собрала цветы и полную корзину ягод. И следующий вопрос. Какими методами и приемами разнообразить утомительный для детей процесс рассказывания? Приемы, которые можно использовать при составлении рассказа по сюжетной картине для детей средней группы. Это прием 3D. Ребенок представляет себя внутри картины. Была использована данная картина и, соответственно, видеофрагмент. Я представляю, что я ребенок. Ребенок, хорошо. Расскажи, что ты видишь? Да, ты старший или младший? Младший. Младший. Что ты видишь? Что ты делаешь? Я вижу, как здоровяк стоит, лицо птичка чирикает. Это я чирикаю. Это сама чирикает, он птичка. Хорошо. А куда ты, что ты делаешь? Расскажи. Катаюсь осанка. На санках катаешься, хорошо. Поскольку это дети средней группы, педагог задает вопросы, которые облегчат ребенку рассказывание. Далее, приемы, которые мы используем с детьми старшего возраста, это прием подзорная труба. Каждый ребенок смотрит подзорную трубу на сюжетную картину и рассказывает о том элементе картины, который он увидел. И второй прием – машина времени. Детям предлагается представить, как развивается сюжет картины во времени, что было до или после событий. Вот такая картина была использована. Что ты видишь? Я вижу. Я вижу сосульки. Так, замечательно, передавай Еве. Ева, а ты что видишь? Я вижу, что девушка, мальчик идут в школу. Замечательно, Макару передавай. Я вижу, как плавает по луже. Замечательно, так, давай. Валечка, что ты видишь? Я вижу, как собачка к мальчику подошла. Василиса. Я вижу, что голуби кушают. Так, Назар, ты что видишь? Или кого ты видишь? Я все вижу. А найди, пожалуйста, только один объект. Или одно живое существо. Выбери, про кого ты хочешь рассказать. Что ты увидел? Я увидел, как мужчина помогает девушке припрыгнуть в лужу.
Хорошо, молодец. Алиса, посмотри, что ты видишь? Давай я тебе разверну. Замечательно, молодцы, правильно. Давай. И прием машинного времени. Была использована данная картина. Я думаю, что снеговик поднял голову вот так и зайчик не может встать. да? Зайчик далеко не остался. Да. Да. А потом солнышко пригрело, и снеговик растаял, и снеговик растаял, и морковка упала, и зайчик... Нет, зайчик пошел домой с морковкой, и капусту ела. Я вспомнила. Следующий прием, который мы используем с детьми подготовительного к школе возраста. Первое – это смысловая характеристика картины. Детям предлагают на выбор карточки с пословицами и поговорками. Ребенок читает пословицу и подбирает наиболее подходящую к содержанию картины. И параллельный рассказ. Педагог использует картинки, различающиеся одним признаком. Например, на одной картине кукла в синем платье, а на другой в красном. Педагог составляет предложение по картине. Кукла в синем платье сидит на стульчике. Ребенок, в свою очередь, повторяет предложение, изменив цвет платья. В дальнейшем картинный материал усложняется. Например, в картине с изображением улицы зимой и весной. Также посмотрим видеофрагмент. В приеме смысловая характеристика картины была использована данная картина. Пословицу посмотрим, что нам скажет. Еще одна пословица. Иди, Кирилл. Это Друга. И. Ищи. Найдешь. Береги. Так, еще раз повтори свою пословицу. Подходит. Друга Ищи, а найдешь. береги. Так, хорошо. Подходит. Как ты считаешь, Кирилл, подходит? Как видите, дети выбрали пословицу, а в дальнейшем они объясняют, почему она подходит к содержанию данной картины. И параллельный рассказ. Были использованы данные картины. Это улица зимой и улица весной. И видеофрагмент. Зимой солнце светит, но не греет. Весной солнце светит и пригревает. Зимой дни короче, а ночи длиннее. Весной дни длиннее, а ночи короче. Зимой землю покрывает белый пушистый снег. Река покрыта льдом. Весной снег тает, и на дорогах большие лужи. И обзор на литературу, которую вы можете использовать в своей работе, и мы использовали при подготовке данного материала. Это Алексеева и Яшина. В пособии раскрываются все основные разделы курса по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста, и также по развитию связанной речи. Далее, Нищева, серия демонстративных картин «Круглый год». В альбоме представлены демонстрационные картины, изображающие прогулки детей в разное время года, подробные конспекты интегрированных занятий с использованием данных картин при участии различных специалистов, методические рекомендации педагогам по обучению дошкольников рассказыванию по картинам. Глухов. Методика формирования навыков связанных рассказываний у дошкольников с УНР. В пособии представлены содержание и методические приемы коррекционной работы по формированию связанной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Приводится методический материал к проведению логопедических и коррекционных занятий по формированию связанной речи. Наваленко. Формирование связанной речи и развитие логического мышления у детей с УНР.
В пособии предлагаются методы и приемы, которые использовались авторами в работе по формированию связной речи и развитию логического мышления. Значительное внимание уделено обучению детей диалогу как начальному этапу и первой ступени в развитии связной речи. Далее. Ткаченко. Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника. В альбоме описано содержание более 20 занятий. Около 80 упражнений, отражающих авторский подход к проблеме формирования и развития репродуктивных форм связанной речи у детей. Альбом предназначен для совместной работы логопеда, воспитателя и родителей и может быть адресован ребенку с любым уровнем развития речи, от полного отсутствия до отдельных недочетов в связанных высказываниях. Спасибо большое за внимание.